История Коми с древнейших времен до конца 17 века. Сегодня в школах республики прошли первые уроки по этому новому учебному пособию. Более 5000 экземпляров разошлись по всем муниципалитетам региона. Пособие разработано под общей редакцией доктора исторических наук Игоря Жеребцова. В авторский коллектив вошли сотрудники Института языка, литературы и истории Коми научного центра отделения Российской академии наук, Коми Республиканского института развития образования, а также отделения Российского исторического общества в Коми. Финансовую поддержку оказала нефтетранспортная компания. Страницы нового издания пролистала Анастасия Тюрнина. Какие особенности данного учебника вы сразу же заметите? Об экономическом развитии Коми края в 17 веке речь идет на уроке истории в 7 классе 38-й школы. Первым делом, конечно, школьники знакомятся с новым учебным пособием. Оно предназначено для учащихся 6-7 классов, подготовлено на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы. Красочная, наглядная, доступная. Так говорят о новом издании ученики и преподаватели. Если мы с вами пролистаем странички учебника, то увидим, как много иллюстративного материала. Да? То есть присутствует не только текст, но и иллюстрации, что очень важно для учеников 6-7 классов, так как они легче воспринимают информацию, легче запоминают материал. Ну и также, конечно, хочется отметить карты, которые присутствуют в учебнике. Потому что, к сожалению, не во всех школах есть именно атласы по истории Коми края. И когда они есть непосредственно в самом учебнике, непосредственно в теме урока, да, то есть уже можно прямо на уроке работать вместе с картой, дети могут дома также повторить материал. В новом пособии 5 глав. В них рассказывается об истории Коми с древнейших времен до конца 17 века. Обучающая книга погружает школьников в основные события политического, социально-экономического, историко-демографического и культурного развития региона. Все события в издании тесно связаны с общероссийскими процессами истории. Это первый том пособия. Планируют издать еще 2 – для 8-х и 9-х и 10-х, 11-х классов. В этот том вошли новейшие открытия. Ну и, как понимаете, это в первую очередь связано с работами археологов. Вот все, что за 2000-е годы мы, археологи, открыли, вошло в этот том, что позволило подать для детей древнейшее прошлое нашей республики на качественно новом уровне. Ну, например, открытие в области изучения эпохи металла. Последние издания по истории Республики Коми были в 2000 году. Учебник для обучающихся 7-11 классов «История Республики Коми» и «История Коми края» для 6-9 классов основного общего образования. Сейчас стал вопрос о новом пособии, и этому делу способствовали изменения в системе образования. Различные другие оценочные процедуры показывают, что современные дети очень плохо знают историю своего края, историю даже своего города. Поэтому вот эта задача была перед нами поставлена, чтобы детям не в назидательном ни в коем случае плане, а именно интересно и увлекательно, через иногда даже проектную деятельность, это новшество этого учебника. Мы ввели очень много проектных заданий, мы ввели очень много заданий на «думаем, сравниваем, анализируем», где позволяется и даже поощряется использование дополнительной информации, поиск информации в сети интернет, но и самостоятельная поисковая деятельность обучающихся. Усиление работы в этнокультурном образовании в Коми продолжается. 3000 учебников для всех учащихся первых классов, изучающих государственный коми-язык, тоже отправлены в школы Коми. Нам важно не просто актуализировать учебники, учебные пособия, делать их не только современным и интересным школьникам. Все-таки мы понимаем, что интерес, мотивация наших школьников – это основное вообще в запоминании. Но и чтобы это все соответствовало обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Это все-таки наша государственная задача, чтобы мы шли в одной линейке. И не важно, что этот учебник или это учебное пособие используется исключительно на территории нашей республики, оно должно также соответствовать, как все другие учебники по другим учебным предметам, которые издаются на уровне Российской Федерации. Новые учебники и пособия помогают мотивировать обучающихся к изучению коми-языка и истории республики. Воспитывают любовь к родному краю, сохраняют национальные и культурные традиции народа.
Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, Олег Юшков, телеканал Юрган.